Уже на месте выяснилось, опасения жителей улицы Крупской оказались не напрасны. Угрозу жизни и здоровью представляет дорога, ведущая к центру города. По ней учащиеся направляются в школу, детей в сад ведут родители. По этой же дороге проложен маршрут владельцев гаражного кооператива. К тому, что нет тротуара, мы уже привыкли, признаются жители улицы Крупской. Но после обильного снегопада передвигаться приходится по проезжей части. Ситуацию усугубляет интенсивность движения. Отсюда проезжают автомобили в направлении поселка Аркаим и проходит городской автобусный маршрут. Пройти отрезок от моста и до конца улицы превратилось в преодоление полосы препятствий. Каждый день в школу, обратно тренировка из тренировки. И как, по делам надо? Приходится каждый день так ходить. Машина тем более не уступает. Я иду в гараж, вот, и идешь, опасаешься, тротуаров нету, опасно ехать. Приходится останавливаться, как следующая машина, приходится останавливаться, чтобы машину пропустить. Вот. РСУ двор, не хотят чистить, не хотят делать тротуары. Это очень плохо. Это каждый год так или вот в Каждый год так, каждый год. В этом году особенно снегу много. Приходится идти, а я побаиваюсь. Опасность представляет и поворот, куда часто не могут вписаться водители-лихачи. Жители улицы Крупской пробовали обращаться за помощью, однако это не увенчалось успехом. Прежде всего, взрослых волнует безопасность детей на далеко не безобидном участке дороги. У нас всегда здесь плохо чистить дорогу. Там особенно у нас вот узкая проезжая часть, и там вообще невозможно пройти. Она еще вот со склоном как бы чистит, и скользко соскальзываешь прямо на проезжую часть. Я думаю, что могли бы получше почистить. У нас еще нет ограничений скорости, никаких знаков нет, машина не сбавляет ход. И легко можно. У нас даже, когда позапрошлом году меня ребенка сбила машина вот на этом повороте. Правда, отделались легким испугом, правда. Жители поселка Камышлы-Узяк понять можно и нужно, ведь дети не совсем внимательно и сконцентрированно ведут себя на дороге, потому что это дети. За комментарием по сложившейся ситуации мы обратились к представителям управления жилищно-коммунального хозяйства. Вот эту неделю уже практически снег не идет, мы начали заниматься расширением проезжей частей. Прошли по улице Лермонтова, по улице Булякова, по улицам Чайковского и так далее, в том числе и по улице Крупской на расширение, и по улице Мирной, и по улице Димитрова, там, где нет пешеходных дорожек, мы тоже работали. И сейчас мы продолжаем эту работу, будем расширять проезжие части, для того, чтобы там, где нет действительно пешеходных дорожек, люди могли ходить, скажем так, по обочине. Ну, в свою очередь, конечно же, хотелось бы, чтобы люди набрались терпения. Понимаю, что да, опасно ходить по обочинам, по таким узким. Все-таки давайте стараться выбирать маршруты движения пешеходов по тем местам, где безопасно все-таки пройти. Может быть, попробовать на том же участке по улице Крупской пройти как-то по улице Медной, на улицу Худайбердина, с улицы Худайбердина передвинуться уже на улицу Крупскую, на ту часть, где есть пешеходная дорожка. То есть временные трудности, временные, значит, скажем так, такие моменты, их надо понимать, и детям, как самым небезопасным участникам дорожного движения, все-таки объяснять, чтобы они не ходили по привычному маршруту. Как выяснилось, работа бригады ручной уборки на данном участке дороги пока не предоставляется возможной. На данный момент, значит, такая ситуация в городе сложилась, что на перекрестках и на пешеходных переходах в большом количестве лежат снежные кучи, которые загораживают видимость, что водителям, что пешеходным. То есть водитель подъезжает к пешеходному переходу или к перекрестку и не видит совершенно, что там за этой кучей снежной. Поэтому сейчас в первую очередь необходимо решить вот эту задачу. Там, где массовый поток, где в центре города особенно передвигается очень много народу, значит, убирать вот эти кучи. По крайней мере, техника работает на вывозе снега. Но и, значит, дворники, которых у нас, ну, скажем так, не совсем большой штат, конечно, на весь город всего порядка там 38 человек рабочих именно, не считая мастеров там и так далее. То есть им же надо, помимо всего прочего, и мусор еще убрать. И рассыпкой шлака на пешеходных дорожках, открытием пешеходных переходов. Это все делается вручную. Набраться терпения и ждать, когда произведут расчистку дороги, придется не только жителям улицы Крупской. Подобных мест в городе немало, но о них мы расскажем в следующих материалах. Заявку на расчистку можно оставить в интернете. В социальной сети создана группа «Всебая. Открытый диалог» или непосредственно в УЖКХ. Луиза Мустафина, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильдина, служба новостей.